Учебник искаженной истории и клеветы, пособие для 10 класса «История Крыма», издательство «Просвещение» не просто искажает факты, а уничтожает историю крымско-татарского народа и возводит на него клевету. Целые главы учебника представляют коренной народ как пособников немцев в годы Второй мировой войны, а еще оправдывают факт депортации крымско-татарского народа. Это не могло не возмутить коренное население полуострова, продолжат мои коллеги. История Крыма в 2 томах. Ее напечатали ученикам крымских школ еще в прошлом году. Содержание учебника – циничная клевета на крымских татар, коренной народ полуострова. Будто бы вся нация встречала немцев как освободителей во времена Второй мировой и им помогала. За это они вроде бы отблагодарили открытием мечети, раздачей денег и продуктов. Это не могло не возмутить. Крымские татары обратились к главе оккупационного Минобразования в Крыму и правоохранителям. Предварительные заявления были поданы на имя Гончарова Натальи Георгиевны, а также, конечно же, в Центр противодействия экстремизма, ФСБ, Следственный комитет и другие контролирующие правоохранительные органы. Крымские татары требуют признать учебник экстремистским и изъять его из всех учебных программ общеобразовательных организаций. Он такой, что разжигает межнациональную религиозную рознь. И даже больше. Соавторы имели цель умышленно формировать в сознании детей образ крымских татар как коллаборационистов и предателей. Это личное оскорбление для всего нашего народа, и просто закрыть на это глаза мы морально не имеем никакого права. Эти книги не имеют права никакого на существование. Это откровенная ложь, это откровенная пропаганда, откровенное разжигание межнациональной розни, и закрывать на это глаза мы не имеем права. Российские оккупанты искажают историю всех коренных народов умышленно и постоянно. Свидетельство тому не единичные подобные случаи. В 2008 году аналогичная ситуация была с учебником «История Отечества» под редакцией Рыбакова и Преображенского по поводу казанских татар, но, однако, через суд не смогла интеллигенция добиться справедливости, признать этот учебник экстремисткой, и сейчас дело находится на рассмотрении в ЕСПЧ. В 2017 году в Карачаево-Черкесской республике была подобная ситуация, мне известно об этом, мне говорили сами очевидцы. Там переписывали историю карачаевского народа. Почему я об этом говорю? Потому что ситуация идентичная. Общественность возмутилась. Они написали иски, написали заявления в разные инстанции. И это дело перетормозилось. То есть нам нельзя оставлять это просто так. Учебник, в котором крымских татар называют пособниками гитлеровцев, подпадает под действие Уголовного кодекса Украины за умышленное разжигание национальной, расовой, религиозной ненависти и унижение национальной чести и достоинства. Указанные экземпляры учебника будут приобщены к заявлениям в адрес правоохранительных органов Украины, а также будут использованы на различных международных площадках в качестве иллюстрации российской оккупационной политики в Крыму. Оккупанты скандальный учебник по истории начали спешно изымать из школьных заведений Крыма. Эти книги поспешно, просто на самом деле очень поспешно изымают из школ. Я так полагаю, что это приказ Министерства образования. Изымают из школ, несмотря на выходные дни, воскресенье. Их просто действительно поспешно изымают из школ. С какой целью, нам неизвестно. У меня есть предположение, что, возможно, из-за того, что они не хотят распространения данной книги среди общественников. Как видите, резонанс есть. Впрочем, до победы еще далеко. То, что подобных провокаций оккупанты не оставят и только будут ждать удобного момента, сомнений нет. Риана Алиева, Заман, АТР.